Команда детского журнала «Радуга» при финансовой поддержке Минцифры Коми выпустила в свет книгу билингву «Бабушка, лампа и Шурш». На ее реализацию было выделено около 300 тысяч рублей. Автор произведения – коми-поэт Любовь Ануфриева. Издание уникальной разновидностью форматов. Напечатано плоскопечатным и рельефно-точечным шрифтом Луи Брайля. Есть и аудиосопровождение. Подобный проект в нашей республике реализован впервые. Юлия Момотова одну из первых увидела издание. Уникальная многоформатная книга билингва в комплекте книга-перевертыш. Напечатана на коми и русском языках плоскопечатным шрифтом. Второй формат издан рельефно-точечным шрифтом Луи Брайля, а третий в формате аудио. Книжка заговорила голосом 8-летнего Степана Юркина из Сыктывкара. Подобный проект в коми реализован впервые. Теперь сказки Любови Ануфриевой смогут прочитать и дети с нарушением зрения. У книги «Бабушка, лампа и Шурш» очень такая длинная получилась история. Началась она в 2022 году. Мы издали совместно с Союзом писателей Республики Коми совместный номер. И серединку этого номера украшала вот такая книжка-малышка автора Любы Ануфриевой «Бабушка, лампа и Шурш». Это была первая попытка нашего издания сделать произведение, которое разговаривает с читателями. В этом году нам посчастливилось поехать на книжный фестиваль «Красная площадь» в Москве. Там было представлено около 400 издательств, в том числе и мы. Поездка была очень забавная. Мы ехали вместе с артистами на автобусе туда и обратно. Там были всего день. И за этот день мы в том числе показывали гостям нашу книгу. Вот. Это, наверное, была одна из необычных книг на вот именно Красной площади. Практически мы обошли все вот шатры, которые там были, так как у нас всегда профессиональный интерес. Подобного издания я больше нигде не увидела. Яркие иллюстрации книги оформила художник из Екатеринбурга Марина Кутявина. Ее картинки оживляют каждую страницу сказки, отправляя юных читателей в волшебный мир произведения. Как стучит твое сердце, тук, тук, тук. От обнимашек я свечусь. Главный персонаж книги – бабушка Лампа. Она отправляется с читателем в путешествие по сумрачному саду и оказывается в гостях у светлячка Шурша. У него случилась беда – погас фонарик. Бабушка Лампа старается помочь разжечь новый свет в душе героя. Для этого ей не понадобились отвертки, болтики и гайки. Фонарик спасли доброта и отзывчивость бабушки Лампы. Вань, вот ты уже читал сказку. Расскажи, какой герой больше всего тебе понравился? Мне понравилась больше всего бабушка Лампа, потому что она нашла выход из ситуации Шурша. Какую-то отдавала теплоту. Даже когда я слушал сказку, я чувствовал эту теплоту, как будто человек находится со мной рядом. Вся книга сопровождается звукоподражательными словами. Например, тук-тук, топ-топ, словами призыва «переверни», «обними меня». Специалисты подчеркивают, что это именно то, что нужно для тактильного осязания мира незрячими людьми. Дело в том, что книги чаще всего шрифтом Брайля, детские книги, имеют вот такой большой формат. Эта книга получилась форматом удобным для чтения. Она ничем не отличается от книги, которая напечатана плоскопечатным шрифтом. То есть в этом ее особенность. Она не отличается по внешним и по размеру от обычной книги. На данный момент тираж книги примерно 1200 экземпляров. Ознакомиться с ней дети могут в своих школьных учреждениях и во всех библиотеках республики. Есть она и в продаже. Юлия Момотова, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.